являюсь волонтером более 3 лет. Я являюсь студенткой мединститута и вступила где-то на 2-м курсе, теперь я на 6-м курсе. Мы как организаторы организуем для наших активистов, да, и показываем, какие возможности есть, что можно изучить. Получается, у нас проводятся разные мастер-классы по темам, и именно волонтером нас приехала координатор с Москвы, и она уже рассказывает по своему направлению более углубленно и понятно для всех, чтобы всем было легче работать волонтером, понимать всю функцию волонтеров-медиков. Да? И очень много мастер-классов проводится и рассказывает именно о командообразовании, о тимбилдинге и по именно волонтерской тематике. Очень много тем, чтобы волонтеры были более опытными и знали, больше информации получали. Конечно, волонтером может стать каждый медиком. Конечно, любой человек может подойти, мы всем очень рады. Мы всех обучим первой помощи, потому что первую помощь должны знать все. И именно не важно, чтобы это был студент медицинского профильного университета, это может быть любой желающий волонтер. Это волонтерское движение открылось с 2019 года. Состоит сейчас в нем 90 волонтеров-медиков. Основная масса состоит из студентов Якутского медицинского колледжа, который открылся у нас в поселке Сангар. Мы в 2020 году, как началась пандемия, с марта месяца уже волонтеры-медики стали усиленно работать именно в этом плане, что это доставка лекарств, продуктов и как психологическое сопровождение, помощь. Особенно пожилым людям нужна помощь в плане психологической помощи. Население сначала волонтеры, что они, что им надо, они же не медики, они не врачи, что они могут нам помочь. Потом, как со временем, когда агитация вся пошла, реклама пошла, они видят, что мы реально работаем, им хотим помочь. Они осознали, что есть важность волонтеров, медиков. И уже сейчас все, у нас есть авторитет сейчас. На самом деле волонтеры и медики являются большими социальными партнерами нашего Якутского республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Я скажу даже больше, наши друзья, наши соратники, которые оказывают большую помощь в деле противодействия распространения ВИЧ-инфекции на территории нашей республики. Сегодня проходило экспресс-тестирование, и оно, в принципе, продолжится еще и завтра. Проводится экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, на вирусный гепатит Б и вирусный гепатит С. В своей работе Центр СПИД использует различные тест-системы, но, Олег Леонидович, вы знаете, что мы активно принимали участие раньше в социальной благотворительной акции «Путь к дому», в которых мы использовали тоже, в общем-то, активно испытывали, использовали в своей работе различные тест-системы. У меня есть, например, на сегодняшний день мульти-тест-системы. Кроме ВИЧ-инфекции, они позволяют выявлять такие социально значимые заболевания, как вирусный гепатит Б, С и даже сифилис. И как показала практика «Путь к дому», в общем-то, случаи сифилиса все-таки были, и как и ВИЧ-инфекции. То есть это довольно-таки высокоточный метод. В основном сейчас прошли исследования волонтеры, которые приехали с муниципальных образований, то есть с наших районов, с далекой глубинки. И, в общем-то, они сейчас, воочию увидели, как это проводится. И когда они приедут к себе в район, они расскажут, в общем-то, об этом, да. В условиях коронавирусной инфекции, конечно, существуют сейчас ограничительные меры. Это, во-первых, масочный режим, во-вторых, социальное дистанцирование. Поэтому, конечно, именно работа волонтеров-медиков, она, конечно, становится гораздо шире благодаря различным этим дистанционной форме работы. Да. Они как-то в программе Zoom работают, в общем, как-то
То есть не обязательно вот напрямую, да, но то есть профилактика, она же, вот, скажем, социально значимых заболеваний, в частности ВИЧ-инфекция, она же не только, скажем, направлена вот, на все время проведения акций, да, она больше направлена на повышение информированности населения. И здесь очень большая роль, конечно, тоже есть волонтеров-медиков. Сегодня это был мой первый раз, когда я сел вообще за такую стойку. Я увидел, как берутся анализы, я понял, как проходит вообще эта методика, что нужно использовать для того, чтобы определить гепатит и ВИЧ. Ну и к тому же я узнал очень много нового от нашего вот заведующего профилактическим отделением. И я бы сказал, в целом, то, что этот опыт был очень познавательным для меня.